Добрый вечер. На телеканале ТНВ Татарстан ток-шоу «Точка опоры». В студии Светлана Кадырова. Приветствую всех наших телезрителей. Хайр Лекищ. Итак, тема сегодня – опасность и безопасность дорожного движения. По официальной статистике сайта ГИБДД Российской Федерации в Татарстане с января по август этого года погибли 166 человек. Это меньше, чем в прошлом году, но за каждым из них жизни и судьбы десятков и сотен людей. Сегодня поговорим о том, как сделать дорогу зоной комфорта, а не трагедии, в чем основные проблемы. Представляю участников нашей студии. Рустем Рамилевич Гарипов, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Татарстан. Добрый вечер. Добрый вечер. С нами сегодня Карим Альфредович Нурмухаметов, заведующий сектором Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. Хайр Лекищ. Хайр Лекищ. Айрат Ринатович Мухамедзянов, руководитель Республиканского гериатрического центра, заместитель главного врача по консультативной поликлинике госпиталя для ветеранов войн города Казани. Добрый вечер. Искандер Ахмадалиевич Насреддинов, управляющий директор компании «Татпрокат». Все, что связано с электросамокатами к вам. Все верно. Здравствуйте. Приветствуем вас. Олег Юрьевич Шатов, директор Казанской школы высшего водительского мастерства, того мастерства, которого иногда не хватает. Приветствуем вас. И с нами сегодня Ильшат Ильфатович Сафаров, руководитель мотошколы «Сафар Моторс» и лидер спортивной команды «Мото Джимхана» Казань. Приветствуем вас. Здравствуйте. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Прямо сейчас нас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте. Эксперты могут выражать свою точку зрения кнопками на ваших пультах. Красный категорически не согласен, синий согласен, белый отношусь нейтрально. Но начать нашу программу я предлагаю с результатов опроса интернет-аудитории в соцсетях ТНВ. В начале недели мы спросили, по какой причине вы попадали в ДТП. Сам виноват, так ответили 25% пользователей. По вине другого участника, так ответили 50% опрошенных. Ну и 25% посчитали, что главные виновники, как всегда, дураки и дороги. Вот зрителям мы предлагаем включиться в интерактивное голосование. Я бы хотела, чтобы эксперты сейчас как-то оценили показатели. Рустем Рамилевич, все-таки как главный госинспектор, первый вопрос вам. Как думаете, почему больше всего винят другого участника, большинство процентов опрошенных? Вы знаете, вы как уже сказали, цифры по августу это 166 погибших, но на сегодняшний день мы уже можем сказать, что это на окончание сентября это 203 погибших. В этом случае, я бы сказал, когда друг друга начинают винить, это у нас должно быть взаимное уважение между как пешеходами и водителями, но и между водителями. Только при этом мы, наверное, придем к тому, чтобы у нас и не было дорожно-транспортных происшествий. Основная вина, наверное, нужно начинать с себя, чтобы не нарушали правила дорожного движения. Со скептицизмом у нас Олег Юрьевич так поглядывает. Да, чем вас смущают результаты голосования интернет-аудитории? Меня смущает то, что слишком много действительно переносит ответственность на других. Я говорю всегда, что в каждом ДТП, если оно с двумя участниками, виноваты оба. Так. Один провокатор спровоцировал, а другой повелся на провокацию. Кстати, по-моему, в некоторых странах уже ввели такое, что когда полиция приезжает, она не разбирается, кто прав, кто виноват, а разбирается, можно было избежать ДТП или нельзя было. Хороший Если подход. Можно было, но ты ничего для этого не делал, ну все получает тогда, я не знаю, что там, наказание какое-то. По вашей версии, как при разводе виноваты оба, да? И муж, и жена в этой ситуации на дорогах также. Да, и, честно говоря, проводили статистику. Часто по решению суда бывает виноват один, а когда разбираешься, оказывается, второй тоже, в чем-то тоже виноват. И 98-97% ДТП можно было бы избежать, если бы водители что-то для этого сделали. Но, к сожалению, как правило, я прав. Ну, учат этому или не учат, да, и о ментальности мы поговорим чуть позже. Ильшат, на ваш взгляд, почему так много тех, кто считает, что я-то не виноват? Ну, я здесь тоже соглашусь, невиновных в ДТП не бывает, это в любом случае виноват либо кто-то один, либо, соответственно, все. Вот. И здесь я соглашусь с Олегом Юрьевичем полностью, ведь правила дорожного движения, они пишутся не ради того, чтобы их соблюдали, да, соответственно, а для того, чтобы понимали, что, как вам это сказать? Избежать. Возможно, да, это свод правил для того, чтобы по максимуму избежать каких-либо конфликтных моментов. Вот. И они, может быть, не всегда четко регламентируют приоритет движения и прочие моменты. И здесь как раз-таки водитель всегда, может быть, своими взаимными согласиями или же моментами, попытками исправить эту ситуацию, всегда могут избежать подобных ситуаций. Карим Альфредович, а вас не напугало в вопросе интернет-аудитории, что дураки и дороги, да? Все никак не уйдет у нас эта формулировка из обихода. Есть что противопоставить? В целом, конечно, очень интересные результаты опроса. И вообще меня в первую очередь поразило то, что 25% опрашиваемых все-таки согласились с тем, что это была их вина.
Это, наверное, тоже показатель. С одной стороны, хороший, да. Ну, такие дороги нам всегда есть над чем работать. Мы это выполняем, делаем и критику в наш адрес. Надо нормально воспринимать, я так считаю. Всегда есть над чем работать. Хорошо. Сейчас пройдем к статистике ГИБДД, вот о которой мы говорили. Да, погибли 166 человек. Сейчас уже Рустам Рамилевич говорит, цифры уже изменились. 203 человека на сегодняшний день. Сегодня произошло смертельное ДТП с утра в Дербышках. Девушка 18 лет. 2 месяца назад, по-моему, Рустам Рамилевич получила права. Проезжая на красный сигнал светофора, на зебре сбила насмерть женщину 50 лет. И чудом там не погибли еще. Рустам Рамилевич, что можно сказать по статистике и вот какие, такие тревожные тренды сегодня уже наблюдаются? Я так понимаю, идет рост по количеству ДТП с пожилыми. На прошлой неделе, по-моему, вы били тревогу перед закрытием мотосезона по ситуации с байкерами, да? То есть увеличилось количество ДТП. Что тревожит сегодня? В чем основные опасности дорожного движения сегодня в Татарстане? Вы знаете, мы затронули тему, именно связанную с ДТП, которое произошло у нас в Казани, с молодыми водителями. Мы эту статистику ведем, и мы говорим когда о них до 2 лет, которые совершают дорожно-транспортные происшествия. На сегодняшний день, да, мы можем сказать, что дорожно-транспортные происшествия на небольшое количество выросли, погибшие на том же уровне остались, и пострадавшие снизились. Но я бы, наверное, хотел бы остановиться не так, как на молодых водителях, да, а на тех видах дорожно-транспортных происшествий, которые, из-за чего у нас увеличиваются именно дорожно-транспортные происшествия, погибшие и пострадавшие. Это в первую очередь столкновения, во-вторых, это наезды на пешеходов, и третье, это съезд с дороги. Что касается столкновений, это бич, наверное, так не побоюсь этого слова, это выезд на полосу встречного движения, в результате чего треть погибших в республике только из-за того, что выехали на полосу встречного движения. Второе, это, как уже сказал, пешеходы. Сейчас в осенний период, тем более мы говорим о том, чтобы пешеходы носили световозвращающие элементы, чтобы водитель мог на любой дороге, независимо, вне населенного пункта или в населенном пункте, своевременно обнаружить пешехода. Ну и что касается съезд с дороги. Мне казалось, что не было такого тревожного фактора раньше. Вы знаете, к сожалению, есть. С чем связано? Связана скорость, невнимательность, ну и отвлечение, и сон. И сон. Олег Юрьевич, вот на ваш взгляд, тенденция меняется по вот таким тревожным факторам? Вот именно вот эти направления. Столкновения всегда были, да? То есть, действительно, Рустам Рамилевич говорит, что это бич. Наезд на пешехода вот нас сейчас беспокоит очень сильно. Вот съезд с дороги, я впервые, наверное, слышу вот в чистом виде как таковое направление. Ну, трудно сказать, я статистикой не владею. Ну, возможно, что такое. Съезд с дороги, это в чем проблема? Мы сейчас обсуждаем, вы как высшая школа водительского. Я так понимаю, где-то кто-то кого-то объезжал, где-то кто-то зацепил обочину и унесло что-то такое. Это отсутствие мастерства? Совершали маневр. Возможно, да. То есть уровень мастерства не соответствует реальным, не соответствует ситуации, принятым решениям. То есть такое возможно. Ну, кстати, по поводу организации дорожного движения тоже я хотел добавить такой момент. Очень часто у нас какие-то, вот про светофоры сказали, выехал на красный. Я не знаю, что там было на самом деле, но у меня по дороге каждый день я встречаю место, где светофор закрыт другими знаками. То есть я подъезжаю, я не вижу светофора. Я останавливаюсь на наступлении, я не вижу светофора, потому что он закрыт другими знаками. Вот. Бывает такое, что какие-то объекты важные закрыты деревьями. Вот интересно, с горзеленхозом, те, кто занимается организацией дорожного движения, с горзеленхозом советуются или как-то общаются. Вот можно ли здесь дерево, вот у меня около дома растет рябина, которая закрывает обзор при выезде на дорогу. Полностью закрывает, то есть выезжаешь на дорогу практически вслепую. Вот такие вот вещи. Организация, да, Рустам Рамилевич, хотели добавить? Да, я бы хотел сказать, что здесь все в совокупе нужно смотреть. Тот же самый съезд с дороги, он был бы не так трагичен, как когда водители не пристегнуты. Последний дорожно-транспортное происшествие, которое также произошло в республике, водитель опрокинулся в кювет, съезд, автомобиль опрокинулся, но погиб только из-за того, что он был не пристегнут. Ну и в-третьего, хотел бы здесь отметить, что и нетрезвый водитель. К сожалению, такая беда у нас есть, когда водитель в нетрезвом состоянии совершает дорожно-транспортное происшествие.
Да, мы говорим, что у нас снижение с прошлым годом и дорожных происшествий, и погибших, и пострадавших, сравнивая с логичным периодом прошлого года. Но, к сожалению, такие факты у нас еще остаются. Рустам Равильевич, а вот все, что касается дорог, я знаю, что в свое время, точнее всегда ГИБДД четко отслеживает эту позицию, да, самые опасные дороги, причины ДТП, в том числе отсутствие освещения на дорогах и так далее, отвратительный асфальт и ямы и так далее, и так далее. Что сегодня по статистике с дорогами? Насколько сегодня это тревожит, чтобы потом перейти вот к Минтрансу, который нам сегодня расскажет, что там делается в том направлении? Знаете, большая работа проводится. Это я могу сказать из тех цифр. С каждым годом места концентрации ДТП в республике снижаются. На сегодняшний день, да, мы говорим, ведем статистику, и есть дорожно-транспортные происшествия, где есть и погибшие, и пострадавшие, именно по недостаткам улично-дорожной сети. Но мы должны понимать правильно. Это не всегда, как вы говорите, там асфальт разбит или еще что-то, ямы, да, где-то, может, знаки, может, как и правильно сказали, где-то деревья где-то прорастают, а именно на перекрестках. Все в совокупе, это все учитывается, но если что говорить про республику, проводится очень большая работа. Ну, я думаю, коллеги скажут, какая работа проводится. Но на сегодняшний день, даже не только сравнивая с логичным периодом прошлого года, но даже 5-10 лет назад места концентрации ДТП в республике было больше. То есть все-таки заметное улучшение есть. Пожалуйста, Карим Альфредович, какие дороги были в такой зоне, наверное, действительно большого риска? Какая работа проделана, если можно вот так достаточно емко? В целом, если говорить, очень хорошо отражает состояние дорог, проценты по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Здесь мы по крупнейшим агломерациям уже близимся к 85% нормативного состояния. Начинали там около 60-70% нормативного состояния. По республиканским автомобильным дорогам у нас тоже по основным направлениям 84% нормативного состояния, по всем в целом это 1,5% нормативного состояния по итогам года мы ожидаем. Поэтому, если говорить по покрытию, если говорить по освещению на региональных автомобильных дорогах, порядка 1000 километров освещения уже есть. Это в основном именно населенные пункты, где происходят чаще всего дорожно-транспортные происшествия. Ежегодно 60-70 километров освещения выполняем, то есть планомерно приходим к тому, что все основные населенные пункты, через которые проходят наши дороги, будут освещены. Ну, то есть 1000 километров есть освещение, да? Да. А сколько надо еще? Ну, это где-то порядка около 40% того, что нужно. Постепенно, планомерно идем. Если говорить про места концентрации дорожных и транспортных происшествий, аварийно-опасные участки, ежегодно формируем план мероприятий совместно с ГИБДД, который необходимо проводить на этих участках. Туда включается и искусственные неровности, и шумовая разметка, и восстановление пешеходных ограждений, и устройство дополнительного освещения, к примеру, на пешеходных переходах. Поэтому мероприятий очень много проводится, но в основном, конечно, если так говорить, наибольшее количество концентраций аварийно-опасных участков, они в крупных городах все-таки там. На сегодняшний день. Я сейчас хочу просто вот такой тоже опрос сделать, учитывая, что мы все участники дорожного движения. Какие, на ваш взгляд, самые частые нарушения со стороны автолюбителей и пешеходов? Вот у нас прокатчики самокатов еще не говорили. Вот оцените дорожную ситуацию, ну, по крайней мере, в Казани, да? То есть вы прибываете. Но если даже говорить со стороны тех, кто использует электросамокаты, естественно, перед тем, как выдать электросамокат, мы предупреждаем каждого нашего клиента о том, что, во-первых, он несет ответственность за использование, полностью берет на себя. Он подписывает что-то, нет? Да, конечно, он подписывает с нами договор определенный, где прописан пункт, что арендодатель арендатор берет полностью ответственность за использование прокатного оборудования себя в период эксплуатации этого оборудования. То есть то, как он будет ездить, мы не можем контролировать на всем этапе его передвижения, но... То есть фактически документ, который он подписывает, освобождает вас от ответственности? Да, но мы, в свою очередь, предупреждаем своих клиентов о том, что у нас есть разработанные веломаршруты, которые проходят в определенных местах города, где, соответственно, он может безопасно для себя покататься, насладиться видами города Казани, и при этом безопасность будет составлять для себя и для других участников дорожного движения. Так, что еще из... Ограничительные меры. Мы после внесения поправок в законодательство внесли через определенные специальные приложения ограничительные меры по скорости передвижения самокате до 20 км в час.
Вы отслеживаете, сколько ДТП произошло с участием ваших электросамокатов? К сожалению, такую статистику мы не ведем, так как есть другие крупные рентные площадки, которые представлены в городе, которые представлены по всей России. Если говорить за другие рентные площадки, то большие. У них человек скачивает приложение, катается на самокате, не знаешь, в каком он состоянии, в состоянии алкогольного опьянения. У нас же в точке проката мы проверяем то, что мы запрещаем и не выдаем полностью людям в алкогольном опьянении. Если человек хочет покататься на самокате вдвоем, это тоже определенные ограничения несут. Мы за собой накладываем при выдаче самоката с детьми. Но потом вы отследить не можете? Потом мы не можем отслеживать, если только через приложение, через GPS, но мы не можем, как он используется. Мы видим только точку передвижения и сам самокат. Рустам Рамилевич, вот что с электросамокатами? Ситуация была очень, наверное, 2-3 года назад очень напряженная, да, когда вот такой бум действительно наступил. Сегодня стало легче или сложности никуда не ушли? Знаете, я могу сказать, что стало легче именно с организаторами этого движения, потому что мы прекрасно видим, как вы говорите, несколько лет назад, и самокаты, они были разбросаны по всему городу. На сегодняшний день это все упорядочено на специальных парковках. С каждым годом они парковки увеличивают совместно с городом. Мы помним рейды, как вообще самокаты просто верно, вывозили. Да, мы совместно с исполкомом эту работу и проводили. Что интересно, отдать должное, и сами прокатчики самокатов, они тоже в этом заинтересованы. Они ни в коем случае эту проблему не утаивали, а работали совместно вместе с нами. Сколько ДТП было с электросамокатами? Что тревожит? В этом году на сегодняшний день произошло 35 дорожно-транспортных происшествий, в которых 36 человек получили ранения. Мы говорим о росте, сравнивая с аналогичным периодом прошлого года, но это связано с ранней весной, лето такое жаркое, но и сентябрь, мы можем сказать, еще продолжается для самокатов, для самокатчиков полным ходом. И на сегодняшний день только в связи с этим мы видим увеличение дорожно-транспортных происшествий и пострадавших. В чем основные причины? Ну, взяли электросамокат, поехали. ДТП-то в чем причина? Какие нарушения чаще всего? Не спешиваются на пешеходных переходах. Основная проблема, которая есть, она среди именно самокатчиков. Это основная проблема, я бы хотел даже и на ней остановиться, и другие что-то не продолжать. Ну и, конечно же, как пешеходы, как обыватели скажут, которые проходят по пешеходным дорожкам, где они, к сожалению, на скорости могут пролететь, не замечая ни детей, ни взрослых, ни пожилых. Олег Юрьевич, вот вы добавить здесь, дальше. Автомобилистам тоже очень тяжело, когда, например, при поворотах мы уступаем пешеходам и можем оценить скорость пешехода, а при этом самокатчики по тем же самым пешеходным переходам двигаются на более высоких скоростях, там 20-30 км. Какая максимальная скорость средняя? Я согласен, максимальная скорость самоката 20 км в час. В нынешних реалиях в связи со всеми ограничениями. Я с вами полностью согласен. Мы предупреждаем наших клиентов о том, что если существуют правила дорожного движения, что абсолютно запрещен выезд на дороге общего пользования на самокате. И при пересечении дороги, при пересечении по пешеходному переходу, обязательно спешивание самоката, и вы рядом сопровождаете самокат. Действительно, водителю, я так как сам водитель, очень тяжело зачастую среагировать на перемещение, на выезд на большой скорости. Совершенно верно. То есть скорость отличается, плюс определенная закрытая обзорность, то есть внезапно выезд. Рустам Равильевич, а вот наказываются те, кто был на самокатах, если не спешились, если их задержали? Так точно, и они наказываются, незамедлительно принимается решение в отношении их. Это административная ответственность, точно, я так да. понимаю. Олег Юрьевич, вот водительское мастерство вам позволило уже сесть на электросамокат? Вы освоили этот вид транспорта? Или вы считаете, что туда, что лучше не надо? Нет, в Казани не катаюсь, а в других городах, ну типа в Сочи бывает такое, иногда сажусь. И, кстати, я в Казани на велосипеде иногда катаюсь, и вот хочу сказать в защиту, наверное, самокатчиков и велосипедистов. То, что пешеходы, есть велосипедные дорожки в Казани, к сожалению, правда, они как-то вот то есть, едешь, она есть, потом вдруг раз ее нет, потом вдруг опять появляется. Вот, но это ладно, бог с ним. Пешеходы, они сами гуляют по велодорожкам. То есть там, где должны самокатчики с велосипедистами ездить, почему-то ходят пешеходы. Причем свободно, так вальяжно гуляют туда. Даже по той же набережной. На основной центральной набережной. Да, везде. Везде.
Вот поэтому тут иногда пешеходы-то они сами, в общем-то, лезут на рожон, скажем так, сами не глядя выходят на велосипедные дорожки и становятся, наверное, жертвами самокатчиков. При этом, ну, действительно, спорная ситуация. Во многих странах обсуждают, что делать с этими электросамокатами. Но с 1 сентября в Париже запретили аренду электросамокатов. Парижане сами приняли это решение, собрали референдум и проголосовали. Проблема знакома действительно во многих городах мира. Много жалоб, да, вот сейчас мы говорим, наезд на пешеходов, травм очень много. В принципе, что делать с этим видом транспорта? Вот запретить, как в Париже, ввести в общую систему правил дорожного движения со всеми последствиями, с выделенными дорогами и так далее, и так далее. Какие есть предложения, в принципе? Ну, смотрите, да. Можно добавлю? Да. Запретить, мне кажется, не панацеей. Если все запрещать, то, соответственно, ограничительные меры, в конце концов, ни к чему не приводят к хорошему. Это достаточно, в принципе, безопасный вид транспорта. Во-первых, он экологичен. Во-вторых, люди, которые приезжают к нам на экскурсию в город, они могут в местах оборудованных перемещаться на самокате на небольшой скорости и плюс наслаждаться видами города Казани. В свое время мы проводили экскурсии на электросамокатах с профессиональным гидом, с инструктором, который сопровождал всю группу, собирались в определенной точке, и мы перемещались и проводили экскурсию. Для людей это очень... Нет, мы понимаем, да. что это хороший вид транспорта. Никто не спорит, да, и по поводу экологичности. Как убедить пользователей соблюдать правила дорожного движения, не рисковать своей жизнью, жизнью пешеходов и жизнью других участников Вести дорожного личную движения? Ответственность. Что? Вести личную ответственность. Вести личную ответственность? Да, конечно. Это как? Ну, со стороны сотрудников ГИБДД у нас такие уже меры проводятся. Действительно, мы были сами свидетелем тому, что многих клиентов штрафовали, когда они там некорректно использовали транспорт, выезжали на дороги общего пользования, либо в алкогольном опьянении перемещались на самокатах. В первую очередь, ну, личная ответственность должна быть какая-то у человека. И места оборудованы для передвижения, те же велодорожки. Только перемещение по определенным маршрутам, предположим, что это транспорт для ознакомительных экскурсий, не для перемещения полностью по городу. Средства передвижения по городу, скажем так, да, но все равно в общем и целом, в силу того, что мы проживаем в огромном мегаполисе, невозможно на всем самокате весь город пересечь только на самокате. Возможно, но не везде это будет безопасно. Что еще можно предложить? Если запрещать самокаты, то в таком случае нужно запрещать и велосипеды. И байки. Ну, нет. Байк – это все-таки полноценное транспортное средство, которое подчиняется, то есть, правилам дорожного движения. Вот. А самокаты и велосипеды, ну, и, насколько я знаю, только начиная с этого года в какой-то степени добавили в ПДД. Правильно? Да. Стали СИМами, да, средствами индивидуальной Я хочу сказать, мобильности. что велосипед – это то же самое транспортное средство, которое способно разогнаться до 30-40 км в час. И более. И более, в частности. Поэтому это действительно панацея запрещать именно самокаты. Тут больше нужно, наверное, как раз-таки работать с населением и... Выдавать права на самокаты, на электросамокаты и велосипеды. Что рассматривать сегодня в качестве законодательных, возможно, мер? Каким образом урегулировать этот рынок средств индивидуальной мобильности, Рустам Рамилевич? Законодательно, что сказали уже, то, что в этом году приняли, такого кардинального нет, но уже, как вы и сказали, их уже есть название средств индивидуальной мобильности, есть определенный свод правил, но правильно коллеги сказали, как и мы в начале передачи говорили, нужно начинать, наверное, с себя. Каждый, кто садится на самокат, он должен понимать, что нарушать правила дорожного движения не только это плачевно каким-то штрафом, да, мы даже сейчас не должны об этом говорить, мы должны говорить, что это небезопасно. Сколько фактов, я говорю, цифры 36 пострадавших. Пострадавшие только легко сказать на цифрах. Это же каждая боль для каждой семьи, это есть, и, к сожалению, и дети, а есть, к сожалению, в России погибшие, когда на скорости они, как мы говорили, не спешиваются, переезжая там проезжую часть, либо по двое, по трое опрокидываются на проезжей части. Должны понимать, что данный вид транспорта может повлечь тяжкие последствия. Олег Юрьевич, почему так сложно? У нас все-таки везде вот проблемы с личной ответственностью, да? И, по-моему, и водители на электросамокатах и так далее. А этому вообще учат? Вот в том-то и вопрос, что вот такие вот занятия крайне редко проводят. Мне кажется, уже в школе надо вводить обязательно вот это вот вождение. Как назвать этот предмет? Ну, что-то типа безопасности жизнедеятельности, наверное, безопасности дорожного движения, что-то такое. Потому что и пешеходов надо воспитывать, и водителей самокатов, и велосипедов тоже. То есть вполне официальный урок наверное, в школах да, по безопасности. Прежде чем штрафовать за что-то, наказывать, надо сначала человеку дать понять, за что его наказывать. Он должен знаниями обладать. Что вот здесь вот он, да, повел себя нехорошо. Вот, он знал, но вот взял на себя такую ответственность.
Ну, хорошая идея. Вот. Ну, инфраструктура, мне кажется, тоже вот эти велосипедные дорожки, где самокатом тоже можно ездить, они должны развиваться, строиться. И вот я говорю, у меня около дома есть велосипедная дорожка, потом она обрывается, потом она опять есть, потом ее опять нет. Вот она должна быть, чтобы можно было из какого-то одного пункта до другого доехать. С минимальными, да, вот с минимальным риском для жизни всех участников дорожного движения. Ну да, да. Хорошо. Еще такие тревожные цифры. Идет рост, но это мы, как увидели, как журналисты, ДТП с участием пожилых водителей. Из недавних случаев 28 июля в Алексеевском районе 74-летний водитель автомобиля «Нива», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу грузовому автомобилю. В результате ДТП погибли и водители, и 3 пассажира «Нивы». Еще одна трагедия. 7 августа на автодороге Казань-Ульяновск 80-летний водитель выехал на полосу встречного движения, столкнулся с КАМАЗом. Водитель ВАЗа, естественно, погиб. Рустам Рамилевич, действительно ли вот то, что журналисты сегодня замечают, что пожилых водителей, участников ДТП, становится больше? Есть ли действительно этот рост? О каких цифрах мы можем говорить? Вы знаете, в этом году, к сожалению, 23 погибших именно по вине пожилых водителей. Но мы бы не говорили бы, что рост, цифра с аналогичным периодом прошлого года идет вровень, но говорить, что это проблема, мы, наверное, не сказали бы. Мы говорим, что о 23 погибших, ну а сколько с молодыми погибших? И какую-то грань видеть, что он пожилой или там молодой, мы бы, наверное, не торопились. Как мы до передачи и обсуждали здесь, есть водители, которым и 90 лет, которые чувствуют себя физически здоровыми, и они, которые могут еще управлять несколько десятков лет. Согласен, может, какое-то ограничение нужно поставить, но какое ограничение это нужно? Я так понимаю, в этой ситуации, потому что законодательством это не регулируется, да, Айрат Ринатович? Да, абсолютно верно. Действующим законодательством ограничений в управлении транспортным средством по возрасту отсутствует только по медицинским показаниям. Постановлением правительства определены медицинские показания, противопоказания и медицинские ограничения по управлению транспортным средством. Ну и среди заболеваний, которые являются абсолютно противопоказанием, можно отметить такие заболевания, как деменция, психические заболевания, эпилепсия, заболевания глаз некоторые, ну и другие, соответственно. Вот все-таки как специализированные, вы как раз вы врач, который общается как раз с пожилыми пациентами. В принципе, есть ли какие-то рекомендации, вот на что смотреть, обращать внимание пожилому водителю, причем принимать решение, садиться ли мне за руль? Это же элементарный момент, что ты должен, по идее, измерить с утра, возможно, давление, да, проконтролировать, потому что с тобой в дороге, выпить какую-то таблетку. Это же дополнительная ответственность возлагается на пожилого водителя, нет? Особенность пожилых людей такова, что, как правило, присутствует несколько хронических заболеваний, и это связано с приемом нескольких групп лекарственных препаратов в том числе. Если мы говорим о значительном количестве лекарственных препаратов, как правило, это препараты, которые влияют на деятельность центральной нервной системы и вызывают, например, спутанность сознания, они снижают внимание, то, конечно, они снижают эффективность вождения и могут быть ассоциированы напрямую с повышением риска дорожно-транспортного происшествия. У каждого лекарственного препарата есть инструкция, как мы знаем, где описано, да, это желательно читать, в которой описаны побочные эффекты, и в том числе влияние на способность управления автотранспортным средством. И лечащий врач, который назначает терапию пожилому пациенту, как правило, объясняет все возможные побочные нежелательные реакции, в том числе и возможность влияния на способность управления автотранспортным средством. Если эти препараты начинает пожилой человек принимать впервые, то, конечно, в первые дни, зная о том, что данный препарат может повлиять и на зрительные функции, например, на физические способности, на когнитивные функции, он должен, конечно, отказаться от управления автотранспортным средством, чтобы на протяжении определенного времени, несколько дней, может, недели, 2 и так далее, чтобы убедиться, что данный побочный эффект отсутствует. Но все-таки, Айрат Ринатович, здесь опять дело уже дальше личный ответ. Прочитал ты, не прочитал, сел ты за руль или нет. Нужно ли какие-то вводить законодательные изменения, обсудим после рекламы. Не переключайтесь, дальше продолжим. Опасность и безопасность дорожного движения продолжаем обсуждать в ток-шоу «Точка опоры». Вот мы остановились на проблеме с пожилыми водителями. Айрат Ринатович, какие еще ограничения могут быть помимо инструкции на лекарствах? Согласно пункту 2.7 правил дорожного движения Российской Федерации, водителям запрещено управлять транспортным средством при употреблении лекарственных препаратов, которые ухудшают внимание и реакцию. И, как правило, о тех препаратах, о которых мы говорили ранее, которые воздействуют прежде всего на центральную нервную систему, это, конечно, касается именно их.
А в этой ситуации вообще проверяется, Рустам Рамилевич, потом, выпил человек лекарство, не выпил, стало ли это причиной какого-то состояния? Или, как правило, это уже не выясняется, уже выясняется причина самого ДТП только? Не только причина, но и состояние водителя тоже выясняется. Они, когда их доставляют в лечебное учреждение, берут все анализы в последующем, которые выводят. Вот еще вопрос к вам. Сейчас раз в 10 лет мы проверяем, да, состояние водителей при смене прав. Стоит ли дополнять, увеличить частоту, возможно, медобследования? Обсуждалось ли что-то на законодательном уровне? Как вы, в принципе, здесь, наверное, как лично, как участник дорожного движения, как вы считаете, нужно это или не нужно? Не просто так определили 10 лет. Мы думаем, на сегодняшний день законодательно еще никаких изменений нет, но я думаю, что 10 лет это тот срок, наверное, который достаточно для следующего прохождения обследования, медицинского обследования. То есть этого достаточно, на ваш взгляд, сегодня? Сейчас к еще не менее волнующей бесконечно ГИБДД проблеме. Для меня, для поклонницы байков, это отдельная история. Вопрос к байкерам прозвучит позже, когда мы услышим статистику ГИБДД, потому что еще на прошлой неделе озвучивали больше 300, если я не ошибаюсь, ДТП с участием мотоциклистов произошло в этом году. Это опять, наверное, причина ранняя весна, так понимаю, да? Совершенно верно, да. И, наверное, ребята со мной согласятся, что ранняя весна, уже мотоциклисты начали... И открытие оно раньше было, и закрытие. И закрытие да, еще позже будет, еще да? Позже. Погода благоволит и в октябре. Вы знаете, мы говорим про статистику, но с каждым годом убеждаемся, что мотодвижение не только в республике, но и вообще в Российской Федерации мы проводили такое масштабное мероприятие «Два Кремля», которые представители со всей России, не только со всей России, но и со всего мира прибывали именно на данное мероприятие. И общаясь с ними, и при подготовке к этому мероприятию, уже второй год только я при должности могу сказать, что с каждым годом они более ответственно относятся именно к соблюдению правил дорожного движения. Что и те года, что и с каждым годом правосознание мотоциклиста на высшем уровне. Но какие самые частые нарушения? Не все же так благополучно. К сожалению, да. Статистика – это скоростной режим. Это, к сожалению, есть факты, когда и без мотошлема. К сожалению, есть факты, когда и в алкогольном состоянии, как и на любом виде транспорта. Я так понимаю, сейчас, Эльшат, вот, насколько я вижу эти тренды, увеличение количества мотоциклистов, желающих получить права, и в том числе увлечься этим видом спорта тоже. Что происходит? Насколько заметен этот рост байкеров на дорогах, байков на дорогах? И вы в чем проблему видите в ДТП? Рост действительно байков есть. Это связано с тем, что так же, как и автомобили, мотоциклы становятся более современными, более технологичными. И очень много разных производителей появляется в последние годы. И следующий фактор – это их доступность. Вот. Появляется на рынке очень много разных брендов более низкого сегмента, которые доступны населению, соответственно. Ну, в принципе, мотоцикл, в отличие от автомобиля, он всегда был определенным образом доступным транспортным средством. Там, даже если возьмем мы с вами советские годы, то есть в семье был мотоцикл, но автомобиля при этом не было. То есть это нормальная тенденция. Сейчас, да, это не сколько, наверное, все-таки средства передвижения, а все-таки, наверное, больше средства хобби, да. И кто-то, да, действительно использует как средство передвижения, кто-то как средство развлечения себя, вот, для души отдохнуть. Тенденция роста есть, это однозначно. Даже в нашей мотошколе мы наблюдаем прирост. Это как минимум в 1,7 раз в этом сезоне, соответственно. Здесь, как правильно заметили, это связано с тем, что у нас в этом году увеличился именно летний период. Очень рано растаял снег, асфальт подсох. Действительно, мотоциклисты открыли сезон еще до официального открытия на месяц раньше, что, наверное, как раз-таки привлекло и увеличению дорожно-транспортного происшествия, то есть количественно. То есть сезон длиннее и фактов становится тоже больше. Но вместе с тем меня радует тот факт, что есть тенденция именно на прихода людей к правильному управлению. Когда люди уже включают сознательность и действительно ищут возможность развития и саморазвития в какой-то степени даже над управлением байком как раз-таки. Поэтому рост в плане управления есть, к нам все больше людей обращается, действительно за профессиональными знаниями и навыками. И по статистике
я могу сказать, если даже у нас увеличение количественное есть, это, наверное, связано с тем, что нас стало количественно больше. Да? Да. И хотелось бы затронуть именно такой определенный момент, больше даже не сколько, наверное, фактор дорожного явления, да, а именно социальную проблему, само отношение порой населения или автомобилистов к мотоциклистам. Какое? Что с дискриминацией? Нет, дискриминации на самом деле никакой нет, но есть сложившийся такой стереотип о том, что байкер — это то самое, там, скажем так, существо, это человек асоциальный. Там, условно, который находится, не знаю, возле там какого-то заведения, употребляешь там какие-то... Вы сегодня напитки. Меняете этот, пытаетесь изменить этот имидж осознанного водителя. Само собой. Этот стереотип в какой-то степени, может быть, остался с 70-х годов, пришедший к нам из Японии, может быть, да, там, с тех самых, да, возможно, нарушителей, когда байкерская культура — это были, ну, свободные люди, свободные мотоциклисты и вольные делать, ну, казалось бы, все что угодно. Сейчас, к сожалению, и к счастью, извиняюсь, оговорился, эта тенденция, она поменялась, и мы хотим доказать, что мотоциклисты — это нормальные, культурные люди в большинстве своем. Общаясь с разными путешественниками, мотоциклистами, я только убеждаюсь в этом. Олег Юрьевич, я так понимаю, вы же тоже скоро на байк? Да, все, планирую права получить. Сел-то давно уже, пробовал по лесам кататься. Ну, пора официально. Как сегодня, как участник дорожного движения, оцениваете движение байкеров, перемещение байкеров по Казани? На что бы вы, как мастер вождения, обратили внимание? На занятиях мы иногда, точнее, частенько на некоторых занятиях мы обращаем внимание на какие-то типичные ситуации аварийные, связанные как раз с мотоциклистами. К сожалению, пока у нас водители их не видят. Может быть, потому что их много, и водители не привыкли их где-то искать, а может быть, просто водители, заняты своим делом, а байк, он маленький, очень быстрый, его не видно. И поэтому водители их часто не видят. К сожалению, много аварий происходит именно по этой причине. Водитель совершил маневр, не посмотрев в зеркала, не подумав о том, что там может быть мотоциклист. Водитель повернул там направо, не заметив, что рядом, оказывается, был мотоциклист в это время. Или повернул налево и не увидел встречный мотоцикл. Типичная авария со смертельным исходом. Это когда при повороте налево водитель не видит встречный мотоцикл. Мотоциклисты тоже виноваты, они тоже должны об этом думать, потому что это их жизнь. У нас, к сожалению, мы проводим занятия по защитному вождению, где говорим о том, как водителю не попасть в ДТП. Почему-то я не слышал про такие занятия для мотоциклистов. А ведь это их жизнь, для них это, наверное, наиболее важно. Уметь просчитывать действия других водителей, чтобы не попасться, не стать участником ДТП, пусть не будучи виноватым, но с тяжелыми последствиями для себя же любимого. Так девочковый вопрос. Управлять чем сложнее, байком или машиной? В качестве... Я думаю, что это больше вопрос ко мне, но я хотел бы сначала услышать. Хочется, у мастера. Я думаю, управлять всем достаточно тяжело, если подходить к этому осознанно и хорошо хорошо водить байк, автомобиль или самолет, это определенный труд. Если кое-как сел и поехал, я думаю, я после велосипеда сел на мотоцикл, как-то поехал. Наверное, кое-как я могу ездить. Дальше. Здесь я, и в какой-то степени не соглашусь. Во-первых, ликбезы проводятся, они и есть как раз-таки связанные с повышением в какой-то степени навыков управления, передачей знаний от более опытных райдеров. Дело в том, что вы, как автомобилист, просто, возможно, не знаете о существовании подобных ликбезов. А среди сегодня этот предмет введен. Условно, несколько часов. То есть теоретические знания мы в любом случае передаем, это однозначно. И в городе Казани даже весной проводятся определенные мероприятия разными сообществами, клубами Казани, мотоциклетными, где как раз-таки именно направленность идет на предотвращение дорожно-транспортных происшествий и безопасность дорожного движения. И где в какой-то степени озвучивается именно дорожная стратегия управления байком. Хорошо, спасибо. Сейчас мы переходим все-таки к мастерству вождения в том числе. Еще лет 10-15 назад автошколы появлялись действительно как грибы после дождя. Тогда ГИБДД одни из первых, наверное, начали бить тревогу в том, что и отслеживать всю эту статистику, качество обучения, процент от сдавших и не сдавших на права. Александр Рамилевич, насколько сегодня это остро стоит? Есть ли этот некий черный список? Сократилось ли количество автошкол за последние годы? Может быть, на самом деле выжили только тройка топовых таких, действительно, не знаю, с каким-то государственным, возможно, из дальней истории советских времен.
Вы знаете, эта проблема, наверное, есть. Если мы говорим, что, к сожалению, до 2 лет, как мы уже эту тему обсуждали, к сожалению, есть погибшие, именно с молодыми водителями. Мы обсуждали только что, которое произошло в Дербышках. Это тоже один из дорожно-транспортных происшествий, который, к сожалению, в копилку статистики у нас упала. Но проводится большая работа с автошколами, именно по обучению молодых водителей. Не только мы ведем статистику, но и совместно с ними работаем. Что касается не только с автомобильными школами, но и с мотодвижениями, вот сейчас действительно могу сказать, проводят очень крупномасштабное, не побоюсь этого слова, мероприятия, именно с приглашением детей, с приглашением сотрудников госавтоинспекции, именно направлен на безопасность дорожного движения, и чтобы во избежание дорожно-транспортных происшествий не только с посетителями, там, с учениками их автошколы, да, но и, как мы знаем, что у нас имеется мотобат, ребята, которые также выходят на дороге не только Казани, но и республики, которые, я могу сказать, благодарен, что совместно ведут работу, чтобы наши ребята также могли предотвратить, во-первых, любое дорожно-транспортное происшествие, но и избежать тяжких последствий во время дорожно-транспортного происшествия. Ну, в принципе, реестр автошкол есть, прежде чем человек решил поступить, получить права и так далее. Где-то можно Совершенно верно, да, он реестр может посмотреть, во-первых, в интернете имеется, он может зайти, посмотреть именно в каком формате обучают, это раз. Во-вторых, статистику, цифры, процент сдач, именно и теорию, и практику, это все есть. Позвольте добавлю здесь. Есть сайт Федерации автошкол. И как раз-таки есть там определенные сведения о всех авто, и в том числе мотошкол Казани. То есть можно смотреть. Чего сегодня не хватает автошколам для того, чтобы... Вот мы сегодня говорим, не хватает личной ответственности, да, не хватает какого-то правового сознания порой участников дорожного движения. В принципе, возможно, каких-то практических вещей. Олег Юрьевич, но действительно меняется. Вот сейчас Ильшат говорит... Меняются и сами байки, да, и количество производителей, и количество лошадок, наверное, да, у некоторых. Что происходит, чем нужно дошлифовывать и улучшать работу автошкол? Ну, во-первых, действительно все меняется, мир не стоит на месте, он развивается, меняются автомобили, мотоциклы, появляются новые средства транспорта. Вот. И по идее, наверное, те, кто преподают в автошколах, должны быть в курсе всех этих нововведений каких-то, новшеств, это и... Новые методики обучения тоже появляются постепенно. И, по идее, наверное, вот эти мастера производственного обучения, преподаватели, они должны быть как раз на острие, на пике вот этих вот всех новшеств. Но, по-моему, вот одна из основных проблем как раз это то, что преподаватель в автошколе занят только своей работой, преподаванием, но он не занимается повышением своей квалификации. Занимаются иногда, но это вот отдельные люди, которые по собственной инициативе захотели это сделать. Вот. А так обычно интересует, вот корочка, мне только корочку надо, и все. Я все умею, мне только корочку. Вот одна из проблем, это проблема в кадрах. В чем еще проблема? Добавить хотел бы к Олегу Юрьевичу. Опять же, мы знаем такую профессию – учитель. И все мы прекрасно знаем, что это не просто профессия, это призвание. И не каждый сможет, да. Да, само собой. И как раз-таки то, что вот Олег Юрьевич говорил, нехватка кадров, это, да, основная проблема. Я считаю, то, что человек, обучающий других людей, он должен не просто работать, он должен гореть своей идеей и должен обладать желанием передать свои знания и опыт другому человеку. Это понятно с кадрами. Но, в принципе, возможно, какая-то дополнительная дисциплина нужна, да? Возможно, дополнительные какие-то часы, мы так как обсуждали, с медицинской помощью. К сожалению, вот когда обучается мастер производственного обучения в автошколе, он изучает там медицину, то же самое, правила дорожного движения, психологию, там, наверное, педагогику. Должен изучать, насколько он хорошо изучает или нет, я не знаю. Но самое смешное, почему-то до сих пор не изучают предмет, которому он должен обучать своего подопечного. То есть вождение автомобиля, или там насчет мотоцикла не знаю, но вождение автомобиля точно не изучают.
То есть вы считаете, что нужно все-таки модернизировать работу автошкол, да? То есть сам предмет, которому он будет учить, он должен знать очень хорошо. И должен знать не от кого-то там, от дяди Васи, у которого 30 лет назад учился, а знать все современные методики, технологии и самому тоже всеми ими владеть. Здесь, да, Олег Юрьевич, вот опять же, очень точно заметил. Я знаю, вы спортсмен, правильно ведь? Ну, бывает. Да, и мы тоже спортсмены. И мы прекрасно знаем, что автоспорт, что мотоспорт на дорогах общего пользования, он очень сильно дисциплинирует. Во-первых, это всегда есть возможность тем же самым водителям, райдерам, пилотам, возможность выброса адреналина и агрессии, вот этой скоростей, движения, маневрирования, выбросить как раз-таки на дорогу, не на дорогах, извиняюсь, а на закрытых площадках и на треках, соответственно. И психологическая помощь. Да, безусловно. И мне кажется, опять же, если те же самые спортсмены, уже изучив полностью управление транспортным средством, еще будет обладать именно психологическими и педагогическими знаниями, вот им передать как раз-таки эти знания другим будет намного проще. А зачастую у нас так получается, что может быть, в какой-то степени даже в мотошколах по России, это те люди, которые пришли извне и намерены зарабатывать, то есть работать. Да, к сожалению, у нас почему-то идут в автошколу работать те, которые нигде не состоялись. Нет, есть там нормальные педагоги талантливые, но основная масса это вот, которые пошли в такси, не понравилось, еще где-то поработали, не понравилось, все, осталась последняя инстанция, это автошкола. Олег Юрьевич, вынуждены, потому что еще один вопрос, и потом уже ближе к итогам. Рустам Равильевич, вот и была неделя детского, дорожно-транспортного травматизма, сейчас бьете тревогу, темнеет рано, дети со школы, особенно после второй смены. Вообще, что с детским травматизмом? Насколько там цифры тревожны? К сожалению, на сегодняшний день мы имеем 11 погибших детей в Республике Татарстан. Сравнивая с логичным периодом прошлого года, мы также говорим, что было 11 погибших. По итогам 2022 года на весь год было 15 погибших детей. Проблема есть в том формате, что львиная доля погибших – это дети-пассажиры, когда пассажиры, дети являются заложниками ситуации. Это последний ДТП, который в Новошминском районе на автодороге Казань-Оренбург. Водитель, выезжая с второстепенной дороги, не уступает автомобилю, который двигается по главной. В результате ДТП 2 детей погибли на месте. За рулем была мама, если я не ошибаюсь. Да, мама была за рулем. Последнее дорожно-транспортное происшествие, как вы и сказали, во время недели безопасности произошло в Азнакаевском районе, когда семья остановилась на краю проезжей части, вышли в поле, ребенок побежал в сторону отца, и автомобиль, грузовой автомобиль, не смог предотвратить наезд на ребенка, и ребенок также скончался на месте. Чаще всего виноваты родители в этой ситуации? Я так понимаю, там дети и пешеходы просто есть. Вы знаете, наверное, виноваты мы все, как и родители, так и общество, школы, садики. Мы, как пропаганда, наверное, больше должны давать именно о соблюдении правил дорожного движения. Но и мы говорим о том, что если вина детей, хотя мы, наверное, это произносить, вина детей, это значит, где-то мы не додали. Взять тот случай в Челнах, когда ребенок перебегал проезжую часть в неположенном месте, хотя в зоне видимости был пешеходный переход, подземный пешеходный переход, безопасный пешеходный переход. Но, к сожалению, ребенок побежал по проезжей части, и автомобиль совершил наезд на него. В Нижнекамском районе, в самом Нижнекамске, когда ребенок на самокате, на детском самокате не спешился, и на пешеходном переходе автомобиль также его не заметил, совершает наезд, ребенок скончался на месте. Ну, то есть ситуация, Олег Юрьевич, в начале программы говорил, что нужно вводить, похоже, такой вот обязательный предмет в школах, да, в рамках, я не знаю, ОБЖ. Вы знаете, то, что обязательный предмет, отдать должное Министерству образования во всех школах республики, во всех детских учреждениях минута безопасности, минутка именно посвящена правилам дорожного движения, это проводится. Как мы видели уже из средств массовой информации, 1 сентября и 10 дней сентября, начала учебного года, во все учебные заведения сотрудники госавтоинспекции, не только сотрудники госавтоинспекции, но и сотрудники ГБУ безопасности дорожного движения были направлены для того, чтобы зачитали о безопасности на дорогах. А в последующем мы на этом не останавливаемся, мы работаем с родителями, все родительские собрания
Тоже связано с этим, да, Рустам Рамилевич. Да. Извините, что прерываю, потому что близимся к итогу программы. Зрительское голосование сейчас просто удивитесь. 60% обвиняют дураков и дороги, 23% считают, что другой участник виноват, и всего 15% считают телезрителей, что виноват сам. То есть здесь совершенно другая ситуация. С дураками, дураков и дорог, говорят, вот в республике больше. В конце программы все-таки давайте каждый буквально в нескольких словах главные правила дорожного движения, чтобы всем было безопасно. Здесь хотелось бы сказать и призвать всех автомобилистов, участников дорожного движения, бережно относитесь к себе и к своим окружающим, своим близким в первую очередь тоже. Спасибо, Искандер Ахмадалиевич. На ваш да, взгляд, призвать особенно... опять к личной ответственности, понимать о том, что все мы в той или иной мере являемся участниками дорожного движения, проживая в большом мегаполисе. Неважно, пешеход ли ты, передвигаешься на двухколесном транспорте в виде самоката, либо автомобилист. Личная ответственность и соблюдение ПДД. Спасибо, Ильшат. Бич современного мира, я считаю, что все-таки это телефон. За рулем автомобиля очень многие сидят за телефоном. Я хотел бы призвать всех водителей поменьше или, как правило, дорожное движение сулят, ни в коем случае не пользоваться телефонами за рулем автомобиля, соответственно. И я думаю, что это в какой-то степени уменьшит количество ДТП. Спасибо, Олег Юрьевич, на ваш взгляд. Я бы хотел призвать все-таки поменять свое отношение у многих водителей к процессу вождения автомобиля. Это касается и отвлечения внимания, не только телефона, и другие отвлечения внимания. Это касается, собственно говоря, и повышения своей квалификации. Если у тебя будет достаточно правильное отношение, то ты будешь сам заниматься саморазвитием. И отношение к другим водителям. Хороший водитель не тот, который сам не ошибается, а тот, который умеет исправить чужую ошибку. Спасибо, Айрат Ринатович, на ваш взгляд. Как врач могу, конечно, сказать о том, что если любой водитель, независимо от возраста, чувствует ухудшение общего самочувствия, конечно, в целях собственной безопасности и безопасности окружающих нужно отказаться от управления транспортным средством. И это тоже залог снижения дорожно-транспортных происшествий на дорогах. Хорошо, Рустам Равильевич, на ваш взгляд, как изменились эти правила безопасности дорожного движения? Либо все это неизменно, либо что-то стоит актуализировать? Вы знаете, мир не стоит на месте. И, как мы говорим, что нужно начинать с себя, соблюдать правила дорожного движения, и взаимное уважение. Ну, еще какие-то есть обращения к водителям? Такие? Гроза от грозного главного инспектора дорожного движения. Вы знаете, соблюдать правила дорожного движения и понимать, что от нас зависит безопасность дорожного движения. Именно от водителя, от пешехода, от пассажира, который даже садится в автомобиль. И мы должны быть примером. Коллеги, я вот благодарен вам за то, что вам благодарен, что этот вопрос мы поднимаем, мы этот вопрос обсуждаем. Если мы будем об этом говорить, об этом обсуждать, я думаю, и наши водители, пешеходы, пассажиры задумаются и не будут нарушать правила дорожного движения. Хорошо. Я благодарю всех участников за то, что сегодня пришли в эту студию. Рустам Рамилевич, отдельно вам спасибо, что нашли время. Сегодня было сложно. Я желаю всем безопасных дорог и вот той самой личной ответственности и, наверное, осознания, что мы действительно в ответственности за жизни других участников дорожного движения тоже. Всего доброго. До свидания.